Здравствуйте, Ильдар Нурланович. Спасибо, что согласились дать интервью. Для начала расскажите немного про себя. Я Сулайманов Ильдар, мне 36 лет, женат, воспитываю 3 детей. Родом из Чумалая, родился и рос в городе Ош, окончил КРСУ, обучался в Лондоне. Также закончил магистратуру юракадемии, стажировался в Китае. Проработал в структурах разных. С 2013 года начал предпринимательскую деятельность. На последних местных выборах избрался депутатом Ошской городской кеңеши от партии Ататюрк Кыргызстан. В данный момент баллотируюсь в депутата Джоур кеңеши, также от партии Ататюрк Кыргызстан, под номером 30. Почему вы решили баллотироваться в депутаты? Став депутатом Ошской городской кеңеши, я ежедневно начал сталкиваться с множеством проблем, с которыми приходят как местные жители, так и с регионов. Понимаю, что тех полномочий, которые имею, реально не хватает. Приобретая статус депутата Джоур кеңеши, появится больше возможностей действенно реагировать на вопросы, с которыми обращаются. Я хочу и могу делать больше. У меня есть огромный энтузиазм, есть ресурсы, энергия. То, чего как раз не хватает Джоур кеңеши. Считаю, что к созданию законодательной базы необходимо подходить более качественно. В цивилизованном государстве законы не должны быть антинародными. Они обязаны включать решение задач, поставленных населением. И, конечно же, следует отслеживать их выполнение, ведь корень всех бед кроется в том, что закон игнорируется. Убежден, статус депутата Джоур кеңеши требует более качественной работы в законодательном поле, поэтому иду в парламент. В каких сферах вы считаете себя профессионалом? Большую часть своей осознанной жизни, помимо образования, я в бизнесе. Это последние примерно 10 лет. И то я не могу назвать себя прям профессионалом. Я понимаю, что многое предстоит. Не зря говорят, век живи, век учись. Но определенных результатов добился. К примеру, я создал и построил завод по розливу питьевой воды в горах. Я это направление очень долго и тщательно изучал. Производство очень сложное направление. Это нужно правильно построить завод, выбрать оборудование, поставщиков сырья, набрать и обучить персонал, найти сбыт, ну и в общем прочая предпринимательская рутина. Какой основной источник ваших доходов? Как я говорил ранее, моя семья занимается предпринимательством. В начале этого года я документально закрыл свою предпринимательскую деятельность. У нас несколько бизнес-проектов. Это агробизнес и вышеупомянутый завод по розливу воды. Таковы семейные источники доходов. Расскажите вкратце о своей предвыборной платформе. Учтены ли в вашей программе основные проблемы вашего округа? Если да, то какие? С моей предвыборной программой можно ознакомиться на моих официальных страницах в соцсетях в развернутом виде. Безусловно, в программе всех планов не напишешь. Но основные позиции, которые желаю реализовать в качестве парламентария в ближайшее время, учтены. Основные блоки моей платформы – экономика, образование, транспорт и дороги, чистая вода, политика, парламент. Есть еще блок под названием «Великолепный Кыргызстан». Расскажите немного слов про блок образования. Я считаю, что образование – основа успешного будущего. Нужны законы, стандартизирующие систему дошкольного образования, да и всего образования в целом. Необходимо повысить уровень квалификации преподавателей во всех образовательных учреждениях путем внедрения современных методов, создания благоприятных условий для и обучения, и преподавания. Я некоторое время обучался и в Лондоне, и в Кыргызстане, и у меня есть чем сравнивать. И на что необходимо сделать упор. Чистая вода. На что нацелен этот блок? Вода, как вы знаете, это источник жизни. Нужны нормы, регулирующие эффективное и рациональное использование водных ресурсов каждого села, района, да и страны в целом. Мы со своей командой продолжим дальнейшее развитие проекта ТЗСУ. На примере уже проведенного нами водопровода в селе Кашкасу Чумалайского района.
Реализация этого проекта позволила обеспечить чистой питьевой водой свыше 1000 домов. Я как рядовой житель города Ош знаю все проблемы. Одной из самых главных является чистая питьевая вода. Я долго изучал данную проблему, еще задолго, как решился идти в парламент. Консультировался с зарубежными специалистами, выезжал за границу. Буквально недавно разработали проект по очистке питьевой воды в городе Ош. И, конечно же, мы будем работать над его реализацией. Что, на ваш взгляд, является приоритетным в работе депутата? Приоритетом, конечно же, является законотворчество. И главное, чтобы законы не ущемляли права простых людей. Кроме того, повторюсь, обязательно нужно проводить разъяснительную работу. С какой целью принимается каждый проект и как он отразится на каждом жителе. Законы не только должны быть качественными, но и приняты вовремя. Прекрасно осознаю, что желает получить избиратель в ответ на поддержку. Отличительной чертой данных парламентских выборов является то, что он пройдет по новой системе, где нужно голосовать за партию и за кандидата внутри партии. Плюс к этому во второй бюллетене нужно проголосовать за депутата одномандатника самовыдвиженца. На мой взгляд, это очень правильная система, где избиратель сам выбирает своего депутата, и тут все кандидаты равны. Мне будет тяжело, я иду в первый раз в парламент, я это осознаю, но это в какой-то мере плюс. Так как я чист, я не давал пустых обещаний, я не обманывал избирателей и не занимался популизмом. Мой лозунг «От слов к делу». Я могу работать и оправдать выбор избирателя. Нынешний выбор – это голосование сердцем, с пониманием того, что выбираем будущее. Населению следует помнить о том, какими качествами наделен избранный в парламент депутат, зависит судьба страны, каждой области, города, поселка и села. Поэтому верю, что люди осознанно пойдут к выбору кандидата. Лично для меня это огромная ответственность перед теми, кто отдал свой голос за меня. Я не подведу. Почему избиратели должны за вас проголосовать? Потому что я красивый. Это, конечно, шутка. Тяжело объективно оценивать собственную деятельность. Думаю, со стороны виднее. Одно важно, чтобы люди изучили историю каждого кандидата перед тем, как они будут голосовать. Общайтесь с друзьями, знакомыми, земляками, обсуждайте свой выбор и перспективы, которые ожидают ваше село и город с приходом того или иного кандидата в Джорджи. Ведь от каждого голоса зависит, чьи интересы будут представлены в парламенте. За годы, пока я занимаюсь предпринимательством, уверен, что оправдал надежды партнеров, сотрудников и всего моего окружения. В бизнесе я оставил цель не просто зарабатывать деньги, а одним из принципиальных целей в моем бизнесе является создание рабочих мест и развитие регионов. За свою работу мне не стыдно. Как избиратели могут связаться с вами? У меня есть общественные приемные в городе Ош и Бишкек. Телефонные номера штабов 0995 0021 30, 0777 0021 30. С 9 до 18:00 можно позвонить по данным номерам. Секретарь всегда ответит на интересующие вопросы, а также при необходимости организует встречи со мной, включая выездную. 0021 30. Весьма креативно подобрали номер телефона, указали номер партии в бюллетене и ваш номер в списке. Как говорится, на войне все средства хороши. Это, конечно, не война, не дай бог, но это соревнование, битва кандидатов, в которой хочется победить. И хочется призвать кандидатов приложить все усилия для того, чтобы выборы прошли максимально честно и справедливо. Еще задолго до начала выборов и по сей день наш уважаемый президент твердит про честные выборы.
Я считаю, что это очень правильный акцент с его стороны. Честные выборы зависят от самих кандидатов и от избирателей. Спасибо за уделенное время. Надеюсь, мы не раз будем проводить такие интервью с вами. Хочется пожелать вам успехов в предстоящих выборах. Не за что. Это для меня тоже был интересный опыт. В конце хотелось бы еще раз заострить внимание избирателей на правильный выбор. Я знаю, что меня ждет в парламенте, знаю, как работать. Я оправдаю ваше доверие. Без вашего голоса мы не сможем решить наши общие проблемы. Мне, как молодому кандидату, идущему в Джолок Кенеш первый раз, нужна именно ваша поддержка. 28 ноября приходите на выборы, не оставайтесь в стороне. Тем более не продавайте свой голос. Выбирайте партию Атачук Кыргызстан и номер 30 в списке кандидатов.